Десять наставлений пророка Мухаммада, мир ему, мусульманкам. Пророк Мухаммад, мир ему, лучший из людей, наиболее любимый Аллаху раб. Посланник Аллаха, мир ему, обрел самое большое богатство этого и того мира. Это довольство Всевышнего Аллаха. Если мы также хотим, чтобы Аллах был доволен нами, нам следует последовать советам Его посланника, мир ему. Первое, пророк Мухаммад, мир ему, сказал: если женщина совершает 5 намазов, постится в Рамадан, соблюдает целомудрие и слушается своего мужа, то ей будет сказано: «Войди в рай через те ворота, через которые пожелаешь». Второй совет о женщины: давайте больше милостыней. Поистине я увидел, что вас больше всего в аду. Третье, вам следует делать тасбих, тахлиль и тахдис, и ведите счет кончиками своих пальцев, ибо поистине они будут спрошены в судный день, и они будут говорить. Четвертое. Пророк, мир ему, сказал женщине из ансаров, которую звали Синан: «Что помешало тебе сделать хадж с нами?» Она сказала: «У Абу Фуляна, ее мужа, было 2 верховых животных. Он и его сын делали хадж на одном из них, а на другом был наш слуга». Пророк, мир ему, сказал: «Умра в Рамадан приравнивается хаджу». Или он сказал: «Хаджу со мной». Пятое. Да помилует Аллах мужчину, который встает ночью, совершает молитву, будет свою жену, а если она ленится встать, брызгает водой ей в лицо. Да помилует Аллах женщину, которая встает ночью, совершает молитву, будет своего мужа, а если он ленится встать, брызгает водой ему в лицо. Шестое. Твоя молитва в твоей комнате лучше для тебя, чем твоя молитва в твоей прихожей комнате. А твоя молитва в твоей прихожей комнате лучше для тебя, чем твоя молитва в твоем внутреннем дворе. А твоя молитва в твоем внутреннем дворе лучше для тебя, чем твоя молитва в мечети твоего племени. А твоя молитва в мечети твоего племени лучше для тебя, чем твоя молитва в моей мечети. Седьмое. Айша спросила пророка, мир ему: «О посланник Аллаха, мы знаем, что джихад, противостояние, лучшее из дел. Разве не следует нам вести его?» Он ответил: «Однако лучшее противостояние женщин – это благочестивый хадж». Восьмое, пророку, мир ему, поведали: «Посланник Аллаха, некая женщина молится по ночам, постится днем, совершает благодеяние, раздает милостыню, но язвит соседей своим языком». Посланник, мир ему, сказал: «Нет в ней ничего хорошего, она из обитателей ада». Ему сказали: другая женщина совершает предписанные молитвы и раздает в качестве милостыни кусочки сыра и никому не делает ничего дурного. Посланник, мир ему, сказал: она из обитателей рая. Девятое. Если бы я мог приказать совершить земной поклон кому-то помимо Аллаха, то приказал бы женщине склониться перед своим мужем. Женщина не исполнит свое право перед своим Господом полностью, пока полностью не исполнит свое право перед мужем. Десятое. У посланника Аллаха, мир ему, спросили, какая жена является наилучшей.
Он ответил: «Та, которая радует своего мужа, когда он смотрит на нее, повинуется ему, когда он что-нибудь велит ей, и не противоречит мужу, если ему что-то не нравится в ней самой или в том, как она расходует свое имущество».